Затяжное половодье этого года, а главное его небывалые за последние несколько лет масштабы, выявили ряд новых проблем по действиям в режиме чрезвычайных ситуаций. Несмотря на прогнозы и бодрые отчеты, для ряда некоторых территорий высокая вода почему-то стала полной неожиданностью. Особенно это странно для традиционно страдающих Усинского и Уссылимского районов. Однако одну и ту же проблему местные власти решали по-разному. Разъяснительная работа с Уссылимами началась заблаговременно, и к началу подтопления были составлены списки подлежащих эвакуации жителей. Да и о размещении и питании пострадавших сельчане позаботились. А вот жителям Усинского района не повезло. Были выявлены замечания, прежде всего связанные с тем, что заблаговременно необходимая разъяснительная работа с людьми в населенных пунктах не проводилась. Мы получали большое количество жалоб, звонков, а фактически жалобы заключались в том, что мы не были заблаговременно проинформированы о потом таком уровне воды, таких негативных последствиях, и жалобы, по сути, заключались в бездействии городской администрации. Эти буйные головы, которые там пишут комментарии, пишут письма во все инстанции, так они везде пишут. Они завтра напишут, что я младенцев ем по ночам. Подлил масло в огонь и глава нашего гидромедцентра. Олег Козел отметил, новая застройка жилыми домами с разрешения чиновников подчас ведется почему-то на затопляемых из года в год территориях. А ежегодно предоставляемые данные об уровне воды не соответствуют реальной ситуации. Усть-Пожик, есть такой населенный пункт на Вычегде. Значит, у нас были сведения, что там подтапливается при максимальном уровне 5 домов. В этом году уровень был на метр ниже, приходят сведения от администрации, подтапливается 7 домов. Половодье этого года выявило еще одну проблему. Руководство нефтяных предприятий не спешит ликвидировать последствия разлива нефти и обновлять устаревшее оборудование нефтепроводов. Хочется сказать, что 15-16 год мы ситуацию выровняли, как и по количеству случаев, так и по объемам. У нас было там порядка 80, прошлый год около 40 кубов, и это достаточно хорошие показатели с учетом той изношенности инфраструктуры, в том числе и минимизация площадей, там 10 тысяч квадратных метров, то этот год у нас вываливается уже за 5-летние наши наблюдения. Серьезные нарекания к муниципальным властям были у членов комиссии по готовности к пожароопасному периоду. Основная проблема на местах – плохо организована мобилизация добровольцев. Опыт работы показал в ближайшие последние 3 недели, он это и показал. Да, вот спасатели, пожарные, десантники, парашютисты, они должны выступать только как руководители. А все остальное – это на плечах муниципальных образований. К этому нужно быть готовым. У нас везде леса, это касается всех, в общем-то, за исключением Воркуты. У Заполярной Воркуты другие проблемы. Там, после закрытия предприятия Воркута Сервис Холод, в атмосферу охлаждающие установки многие месяцы выделяли аммиак, что явно не улучшило экологию. Правда, руководство города заверило, ситуация под контролем. То, что я сейчас услышала, это, наверное, не тот вариант, что вывели на крышу резиновый шланг и потихонечку стравливали этот аммиак, при том, что рядом находится жилая застройка. Кто контролировал, вот сколько стравливалось, сколько воздух попадало, скольким людям стало хуже? Это абсолютно безответственное поведение, на мой взгляд, тех лиц, которые отвечают за решение чрезвычайных ситуаций и их ликвидацию на территории муниципального образования. Главный санитарный врач призвала прокуратуру оценить действия воркутинских чиновников, а те, в свою очередь, пообещали за счет владельца предприятия провести полноценную экспертизу и состояние оборудования, и наличие вредных выбросов. Впрочем, обещание исправить и устранить к тому или иному сроку давали практически все руководители муниципалитетов. Правда, не в первый раз. Наталья Литкевич, Олег Юшков, телеканал Юрган.